сейчас да, блин, прикол. Настанет день, и последний солдат Великой Отечественной войны уйдет в вечность. Кого будут обнимать, дарить святым благодарить? Кого будут помнить наши дети? Чтобы никогда не прервалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, мы формируем наш бессмертный полк. Впервые бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонии полка тогда пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более 6000 речей. Его инициаторами стали журналисты Томской медиагруппы, которые поддержали жители города. Именно в Томске сейчас работает координационный центр ежедневного патриотического движения «Бессмертный полк. Человеческая гражданская инициатива». Мы решили 2 года, когда полка почти памятных предков, вышли более полумиллиона человек. Сегодня бессмертный полк уходит на марш практически во всех городах России еще 44 стран. Должна быть называется радость и гордость, но количество стран и городов не главное. Если уходом горбинов поселка с портретом солдата выйдет 1 человек, это тоже победа. Шествие бессмертного полка показывает фантастическое единение нашей страны, нашего народа. Сбор бессмертного полка в нашем регионе начался в 2014 году. Тогда в его ряды стали почти 170 солдат Чукотки времен Великой Отечественной войны. Они были разных национальных, училища, тимовских, чуланских, русских, украинских, евреев. Ввели нам в 2015 году на восток, на литовские народы,
Равняйся. Смирно! Равнение на средину. Товарищ полковник, личный состав Анадырского гарнизона для проведения торжественных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, построен заместитель командира части подполковник Исаев. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Вольно! Вольно! Добрый день, дорогие жители и гости города Анады. Митинг, посвященный празднованию 74-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Слово предоставляется ветерану труда, уроженке Ленинграда, блокаднице Деминой Маргарите Николаевне. Уважаемые земляки, дорогие друзья, от имени ветеранов Чукотки, старшего поколения, разрешите поздравить вас с великим днем нашей страны, Днем Победы! Ура! Прошло 74 года со дня окончания Великой Отечественной войны. 74 года над нашими головами мирное небо. Но мы все и всех помним и склоняем свои головы перед мужеством и героизмом советских людей в той страшной войне. Трудно представить, в каких нечеловеческих условиях проходили сражения, но солдаты, не считаясь ни с чем, приближали этот день. Вся страна поднялась на этот священный бой, и мы победили. Наворачивается слеза при первых строчках с майскими короткими ночами. Да, уходят от нас последние ветераны. И у них там на войне были майские ночи,
Они вспоминали своих любимых и родных и делали все от них зависящее, приближая долгожданную победу. Многие так и не вернулись с поля боя. Только благодаря Великой Победе мы, дети войны, прожили целую жизнь под мирным небом. Выросли наши дети, растут внуки, а у кого-то правнуки. И дай Бог, чтобы и дальше мир был не только в нашей стране, но и на всей земле. Только благодаря жизни без войны наших детей счастливое детство хорошеют города и села. Наша страна стала мощной и военной державой, способной защитить свой народ. Мы живем в непростое время на международной политической арене, влекущей за собой определенные сложности во многих сферах жизни нашей страны. Хочется пожелать всем, дорогие наши земляки, чтобы наша страна и дальше процветала, чтобы с каждым годом меньше оставалось нерешенных вопросов, чтобы наш народ был более социально защищен, чтобы старость была не в тягость, а в радость, чтобы цвела и пела вся страна. Такую войну пережили, выстояли. Мы живем на Чукотке. Она наша малая родина, входящая в большой необъятный дом, имя которого Россия. И мы так же, как и все члены этого дома, прилагаем все усилия для сохранения порядка и дальнейшего процветания любимой Родины. Мой дом – Россия, наш дом – Россия. У нас другого дома нет. Все перетерпим, все осилим, чтобы горел в нем добрый свет. С Днем Великой Победы, дорогие земляки! Ура! Ура! Слово предоставляется губернатору Чукотского автономного округа Копину Роману Валентиновичу. Дорогие ветераны, уважаемые жители Чукотского автономного округа, 9 мая 1945 года прозвучало долгожданное слово «Победа». Оно прокатилось по всей стране и вошло в каждую семью со слезами радости. Тяжелое время, ужасная война, огромные потери, вся страна была в руинах, но это был самый счастливый день. С тех пор это самый большой и самый главный праздник в нашей стране. Сегодня мы отмечаем 74-ю годовщину Великой Победы. Но Великая Отечественная никогда не будет просто историей для нашего народа. Память о ней живет в каждой семье, в письмах с фронта, воспоминаниях, фотографиях наших родных и близких, дедов, отцов, братьев и сестер. Они сегодня вместе с нами в рядах бессмертного полка. Эти люди подарили нам мирное небо над головой, возможность жить, учиться, растить детей, заботиться о своей стране. Я обращаюсь к вам, ветераны. Я обращаюсь к семьям, которые потеряли своих родных и близких в той войне. Я обращаюсь к тем семьям, которые пережили эту войну, но которых сегодня нет вместе с нами. Спасибо вам за этот день. Спасибо вам за эту победу. С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы! Слово предоставляется председателю Думы Чукотского автономного округа Маслову Александру Ивановичу. Дорогие друзья, дорогие северяне, позвольте поздравить вас с праздником нашей Великой Победы. 74 года назад закончилась самая страшная, самая кровопролитная война. Что должны помнить мы? Память. Память об этой войне, о подвиге
великого российского солдата. Мы должны помнить о миллионах жизней, загубленных в концентрационных лагерях, в застенках гестапо. Мы должны помнить и чтить наших тыловиков, кто своим трудом приближал этот великий День Победы. Память живет в сердце каждого из нас, в сердце нас, наших детей и внуков. Она будет жить и в последующих поколениях. Сегодня эта память идет в стройных рядах бессмертного полка по многим странам, по многим континентам, по городам и селам нашей большой, великой страны. И пока живет эта память, будет жить страна. Пока живет эта память, будет жить этот великий, никем не побежденный народ. С праздником, страна! С Днем Великой Победы! Слово предоставляется исполняющему обязанности главы администрации городского округа Анадырь Николаеву Леониду Анатольевичу. Дорогие друзья, многонациональный советский народ, превозмогая все тяготы, одержал великую победу. Сегодня мы отмечаем этот день. Мы наследники этой победы. Наша задача, чтобы в первую очередь молодое поколение сохранило эту память. И видя, что в рядах бессмертного полка на этой площади очень много детей и молодежи, я уверен, что с этой задачей будет справиться. Хочу поблагодарить ветеранов, пожелать им здоровья, желать успехов в боевой политической подготовке нашим военнослужащим. Благодаря крепкого здоровья и праздника. Днем Победы. Знаешь, почему так? Знаешь, вот так вот сделать? Вот так. А сделай вот так. Вся мощь Европы была на стороне фашистских захватчиков. И нужно было совершить такое сверхчеловеческое усилие, чтобы и на фронте, и в тылу ковать эту победу, приближать этот долгожданный День Победы, который и порохом пропах, и со слезами на глазах. Вы знаете, из истории мы хорошо помним, что многократно Россию пытались захватить, поработить, и в этот момент именно всегда было объединение народного духа, народной воли, и всегда захватчики получали по заслугам. Это было во времена святого благоверного князя Александра Невского, Дмитрия Донского, преподобного Сергия Радонежского, фельдмаршала Кутузова. Российский император Александр III говорил, что у России только два союзника – армия и флот. И, конечно же, в эти дни мы всегда говорим о необходимости духовно-патриотического воспитания детей, подростков, молодежи, вообще всего общества в целом. Если Россия будет сильнее, никто на нас никогда не нападет. В 1945 году праздник Пасхи был 6 мая. 6 мая – это день почитания святаго великомученика и победоносца Георгия. Он является покровителем русского воинства, русского оружия. И 9 мая, в День Победы, была радость о победе, и также была и пасхальная радость в сердцах людей. В этот день, дорогие братья и сестры, ветераны, хочу всем нам пожелать, чтобы вот такое ясное, мирное небо всегда было над нашими головами и над нашей страной. С праздником всех вас поздравляю. Христос воскресе! Слово предоставляется члену регионального штаба Народного фронта Пономаренко Роману Александровичу. Дорогие ветераны, дорогие земляки, День Победы, пожалуй, единственный праздник, о котором в стране все знают, что мы сегодня отмечаем. Это память, которую привили нам наши отцы, наши дедушки, бабушки. И мы должны обязательно для наших детей сохранить ее. Говорят, что одна смерть – это трагедия, а миллионы – это статистика. Но мы должны эти миллионы разложить на отдельные лица и имена, чтобы пройти с ними в бессмертном полку. Мы должны разложить эти миллионы на отдельные истории. Истории подвига на фронте и в тылу. Истории чудесных спасений и страшных лишений, которые пережили люди во время войны.
Именно тогда наши дети и дети их детей будут помнить и будут понимать, почему мы так относимся к этому празднику, почему мы так уважаем ветеранов, памятники этих времен. И тогда, наверное, победа будет действительно жить вечно в наших сердцах. С Днем Победы! Слово предоставляется студентке Чукотского многопрофильного колледжа Евгении Родиковой. Дорогие анадырцы, дорогие ветераны, от имени студенческой молодежи поздравляю вас с праздником Великой Победы! Мы, современная молодежь, понимаем величие подвига нашего народа, который всегда будет ярким символом мужества и стойкости. В этот священный день мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших в жестоких боях, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Искренней признательности и благодарности достойны труженики тыла. В суровые годы войны жители Чукотки перевыполняли план по вылову рыбы, пошиву зимней одежды для фронтовиков, сдавали личные сбережения в фонд обороны, строили военные аэродромы, секретные трассы Алсиб. Делали все, чтобы приблизить миг долгожданной победы. Мы свято чтим память героев, не вернувшихся с той страшной войны. И мы никогда не забудем, какую высокую цену заплатил наш народ за великую победу. С праздником! посвященный празднованию 74-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется закрытым.
маршу. Воротно. Знаменная группа прямо, остальные направо. Вот. Дистанция 30 метров. Равнение направо. Шагам. Марш! День Победы сходим с пьедесталов, и в окнах свет покуда не погас. Мы все, от рядовых до генералов, находимся незримо среди вас. Мы не забылись вековыми снами, и всякий раз у вечного огня вам долг велик советоваться с нами, как бы в раздумье головы клоня. Каких имен нет на могильных плитах, их всех племен оставили сыны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Не забывай те грозные года, когда кипела Волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи и ни дня. Сражались мы у Волжских берегов, на Волгу шли дивизии врагов, но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград. Под
поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Всем миром, всем народом, всей замкнули мы вокруг врагов кольцо, мы полыхнули гневом им в лицо, и завершив победою войну, планете всей вернули мы весну. Окончен тот великий смертный бой, сидит мир на небо над тобой, над вечной нашей матушкой рекой, над славною солдатской головой. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Поклонимся великим всем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Всем миром, всем народом, всей землей. Поклонимся за так великий дом. Всем миром, всем народом, всей землей. Поклонимся за Победа! Как она досталась? Каким путем вы к ней пришли? И раны были, и усталость, и шрамы на груди земли. Броня во вмятинах глубоких и дали пройденных дорог, и ордена на гимнастерках, где пот нещадно ткань прожег. Давно отзвучали последние выстрелы большой, трудной, трагической и незабываемой войны.
но не заживают раны в сердцах людей. И в торжественные, и в праздничные дни Великой Победы мы вновь и вновь возвращаемся мыслями в те суровые годы, к тем героическим дням. Людская память соединяет поколения и континенты. Она облекается в бронзу и мрамор монументов. Но есть и другая память, без фанфар и салютов. Подобно тому, как ручьи, сливаясь, питают реки, так и в нашей крови хранятся воспоминания наших дедов и прадедов. Мы вместе с ними переживаем то, что довелось испытать им.
рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: встанем над рекою, зоги летние встречать. Раскудрявый клен зеленый листвизной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной. А смуглянка, молдаванка отвечала парню рад. Партизанский, молдаванский собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам лес густой. Раскудрявый клен зеленый листвизной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной. Здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, клен кудрявый, да раскудрявый лесной. И смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раскудрявый клен зеленый листвизной, здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, клен кудрявый, да раскудрявый лесной. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. С праздником. Спасибо. Взаимно. С праздником. С праздником. И раскрытие. Да. Вторая. Здесь. То есть что там буду собрать? Ты действительно назвали? Ну, 3 попытки. 2 раза. Нечестно играл. С праздником. Ты просто каши хочешь, а не дети. Прикрываешься, да? Дети не прикрываешь, неделю Артур!
День Победы. День Победы. 9 мая. 9 мая. 9 мая, День Победы! 9 мая, День Победы! 9 мая. С праздником! День Победы. Спасибо. Идите в этой жестокой войне. 9 мая, День Победы! С праздником! Вас тоже! Через горы, реки и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Пусть дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шатер. Пусть дорожка фронтовая, и не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным частным лицам эта песня мало с невдомек. Мы ж не позабудем, где бы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог. Пусть дорожка фронтовая, и не страшна нам бомбежка